Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидил мурсалин. Ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемый президент, уважаемые делегаты и гости. Я постараюсь быть вкратце. Я буду говорить от имени тех ингушей, которые оказались сегодня за пределами нашей республики. Эти люди, которые проживают на территории Казахстана. И сегодня численность ингушей, которые там проживают, составляет более 20 тысяч людей. 90% из которых сегодня выходцы из приграничного района. И, конечно, не затронуть вопрос, территориальный вопрос, конечно, было бы неудобно перед теми, кто сегодня направил нас сюда и попросил, чтобы мы конкретно сказали то, что они думают и что они предлагают внести в итоговый документ нашего съезда. Ну, прежде всего, конечно, то, что мы сегодня собрались, это тоже богоугодное дело, ибо Аллах в Коране говорит: «Аста'изу билля». Несмотря на то, что пророк наш Мухаммад получил откровение и получил Коран от Всевышнего, и где ему было достаточно ссылаться на Коран во всех делах земных и небесных, все ж таки Аллах сказал ему: в любых делах, чтобы он советовался со своими сподвижниками, и когда они придут к одному общему мнению, чтобы он полагался на Всевышнего, ибо Всевышний любит тех, кто полагается на него. Нам, простым людям, конечно, необходимо сегодня встречаться, советоваться и выслушивать свои мнения. Это, конечно, приведет нас к тому, что у нас будет какая-то стратегическая цель, что мы выразим единое мнение нашего народа. Это главное сегодня для нас. Михаил Шолохов, всем известный писатель, говорил: когда я покину этот тленный мир, я завещаю, чтобы меня похоронили в родном моем селе на берегу Дона. Расул Гамзатов говорил: я совершил много поездок, я посещал крупные города Европы и других стран мира, но я никогда не мог забыть родной аул, родной Цада. Да, сегодня говорить о нашем геноциде, я думаю, не стоит отнимать времени, потому что об этом много сказано и много написано. Но память безвинно убиенных и более 200 человек, которые сегодня числятся без вести пропавшими, а я думаю, что они не без вести пропавшие, было бы желание, давно нашли бы их, и мы их смогли предать родной земле, провести поминки. И именно память перед ними заставляет нам сегодня поднять вопрос приграничного района и поднять вопрос возврата людей на прежние места проживания. И как будто услышав эту мольбу, сегодня покойный патриарх Московский и вся Руси Алексий II говорил: те люди, которые оказались беженцами, должны быть возвращены, и люди, которые виноваты в этом, должны сделать все возможное, чтобы извиниться перед ними, дабы не усугублялись их нечаяния. Но сегодня даже голос этого выдающегося деятеля не только православного мира, даже в укреплении межконфессиональных отношений со всеми, кто населяет эту планету, не доходит до руководства Российской Федерации. Да, сегодня тяжело об этом говорить. Тяжело говорить. Почему? Потому что все мы свидетели того, что происходило тогда. Многие люди говорят, что нельзя обвинять наших соседей в том, что произошло. Но позвольте не согласиться частично с этим. Ведь не федеральный центр устраивал пляски по пути исследования нас в Казахстан и Среднюю Азию. А кто же, по-вашему, получается, отказался возвращать нам приграничный район? Кто оскорбил наш народ, сказав, что мы на собственной шее согрели змею, которая потом ужалила нас, оскорбив этими словами целый народ? Кто заявил,
что если на территорию Пригного района ведут федеральное правление, то я первым возьму оружие и иду в горы воевать с федералами. Это президент Северной Осетии. Кто заявил, когда поставили вопрос решения репрессий, то есть вопрос о реабилитации ингушского народа, если не снимут с повестки дня этот вопрос, что он мандат бросит прямо перед ними, никто как Засохов. И сегодня есть люди, которые говорят, обвинять их нельзя. До тех пор, пока мы не научимся говорить правду, никогда мы не решим свой вопрос, какой бы горькой она ни была. И когда мы сюда сегодня прибыли, перед нашей поездкой, конечно, нам ингуши, которые проживают там, задали вопрос, на который, конечно, у меня не было ответа. И когда я не смог им ответить на этот вопрос, то они попросили, что пункты, которые они передали мне, чтобы были учтены и внесены в итоговый документ нашего съезда. Уважаемый президент и делегаты съезда, в Казахстане проживает около 20 тысяч ингушей, большинство которых выходцы из Пригного района Северной Осетии. До нашего убытия из Алма-Аты, то есть нашей делегации, состоялся сход старейшин духовенства интеллигенции ингушской диаспоры. Вопрос, который они ставили перед нами, был следующего содержания. Будет ли иметь юридическую силу закон о самоопределении до выполнения закона о реабилитации репрессированных народов и статьи 11 Конституции Республики Ингушетии, или будет принят с поправкой, что он имеет силу только после территориальной реабилитации ингушского народа? Конечно, заведомо дать им ответ у меня не было возможности. Это первое. Далее, они просили, чтобы учесть в итоговом документе нашего съезда. Первое. Беженцы ингушской национальности из Пригного района, в том числе и проживающие на территории Казахстана и Республики Средней Азии, безоговорочно должны быть возвращены к местам прежнего проживания. Второе. Ингуши, проживающие в Казахстане, требуют восстановить исторические границы, а не изменить их. У нас нет претензий к историческим территориям сопредельных наших народов. И третье. В итоговом документе съезда также отразить необходимость выполнения субъектами Российской Федерации всех федеральных законов, в том числе и закон о реабилитации репрессированных народов, и дать жизнь декларации Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года. Четвертое. В установленном порядке привлечь к ответственности лиц, проводящих пропаганду с целью воспрепятствовать реабилитации репрессированных народов. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, он сказал: твори добро достойным и недостойным его. Если ты встретишь достойного, то сотворишь достойное. Если ты не встретишь достойного, то сам будешь достоин. Поэтому мы всегда старались творить добро. Даже вы знаете, в тот период, когда ни один осетин не решался приехать к нам, и многие из нас не решались поехать туда, был съезд, мусульманский съезд в Северной Осетии. Нам, конечно, тогда глава временной администрации прислал 2-3 БТР, БМП. Мы, конечно, наше духовенство отказалось. Здесь сидит Магомед Албагачиев, которые были там. Мы, человек в составе 5 человек, делегация выехала туда. Когда мы зашли в зал и сказали «Ассаламу алейкум», зал ахнул. Макалоны прибыли. Никто не ожидал нашего визита, и все итоговые документы, которые были подготовлены, мы видели, как они их рвали и заново уже делали наброски. Почему? Потому что цель была обвинить нас. И когда во время перерыва ко мне подходили люди осетинской национальности, они говорили: мы только что слышали ваше выступление. Дай Бог, чтобы и наши священнослужители так выступали. Вы призываете после всего этого к миру, к спокойствию, к взаимопониманию. Но они говорят: как же вы могли напасть на нас? Как вы могли БТР, БМП уничтожать наших людей? Даже у них понятия не было, что у нас тогда не было властных структур, что у нас не было не только БМП, БТР, даже нормального стрелкового оружия. И когда мы им все объясняли, они смотрели друг к другу и говорили: а до нас по-другому все это довели. И даже сегодня, недавно, вот в прошлом году осенью,
Я читал в газете «Соцосетия», председатель парламента Северной Осетии, она заявляет, даже не вмещается в разум, как же эти женщины, имеется в виду ингушки, могут рожать таких уродов, экстремистов. А то что такое? Мы молчим, мы говорим, что у них никакой вины нет. Вы посмотрите, на каком уровне законодательное собрание, где принимают законы, оскорбляют наши народы. Но нам этому не привыкать. Поэтому я хотел бы, сейчас одну минуту, я хотел бы, конечно, пожелать новому президенту, чтобы все время было взаимопонимание с народом, чтобы народ поддержал его сегодня, чтобы прекратить братоубийственную войну. И, конечно, пророк Мухаммад сказал, «Харрам Аллаху алла раши вал мустарши», что и давать взятки, и принимать взятки – это харам. Но и от себя лично я хочу сказать с этой высокой трибуны, пусть запомнят все представители федеральных структур, в том числе и гости наши, никогда, ни при каких условиях ингушский народ не откажется от своей исторической родины. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Баркал, спасибо. Я от священнослужителей, ученых здесь хотел бы больше, конечно, слушать про стабилизацию обстановки. Если не они, то другой нам не доведет. Как это? И про коррупцию. Если не они, другой не доведет. Мне бы больше, конечно, вот этого хотелось услышать. То, что тема злободневная, она больная, это понятно. Мы над этой работаем. Но вот то, что касается нашего быта сегодняшнего, мы сегодняшним днем живем пока. И посмотрите, что творится на улицах. Какие мы хмурые, какие мрачные, что творится. Вот это больной вопрос. И говоря про пригородный район, говоря про закон по местному самоуправлению, я вас прошу акцентировать еще два вопроса. Местное по стабилизации обстановки в республике и про коррупцию. Вы просто недопонимаете, может быть, что они тоже важные, очень важные вопросы. Баркал.